Вот такой у нас Джигур Кенеш. На сегодняшнем флешмобе возле Белого дома журналистам было как никогда просто работать. Ведь его участники из когорты своих коллег и единомышленников. Своего рода митинг-реквием по свободе слова журналисты организовали у стен здания парламента, чтобы выразить протест действиям Джигур Кенеша. Новые правила не только уменьшили количество корреспондентов, но и выработали свою избирательную систему. Кому предоставлять аккредитацию, а кому нет. Возмущения журналистских кругов вылились в акцию «Помним, скорбим». Участники повязывали черные ленты на забор и зажигали свечи в память о свободе слова. Мы повязываем вот черную ленту в знак несогласия с действиями парламента. Мы скорбим о мертворожденном, так скажем, в парламенте. И также скорбим о свободе слова, которую депутаты пытаются убить. Махинур Ниязова как раз одна из тех, кому в аккредитации отказали. Несмотря на то, что среди депутатов были те, кто пытался открыто во всеуслышание на пленарном заседании выяснить истинные причины, из-за которых ее и еще одного корреспондента из ИА-24КГ лишили права доступа к заседаниям, спикер сослался на аннулирование их аккредитаций комиссии прошлого созыва из-за распространения ими якобы недостоверной информации о некоторых депутатах, которых в ЖК уж и нет. Более того, срок прекращения аккредитации может быть не дольше, чем на один сессионный год, тем более работу начал новый созыв. Спикер говорит о том, что работает сайт ведомственный, да, что заседания транслируются. Основная работа происходит в комитетах. Из комитетов нет прямых трансляций. Это первое. Второе. Ни в каких документах не указано, что аккредитация, лишение аккредитации в 5-м созыве, оно автоматически переходит на 6-й созыв. Издание уже консультируется с юристами, чтобы отстоять право на доступ к информации, закрепленной в Конституции. Гражданские активисты также посчитали эту избирательность неправомерной, поэтому и подключились к акции, символично связанными руками, демонстрируя то, как чиновники притесняют СМИ. Почему-то делят журналистов на две группы. Журналисты справедливые, пишущие, журналисты вруны. Так не бывает. Журналисты работают по принципу справедливости. Они правы. Они должны отражать работы парламента. Дайте возможность. Не делите, пожалуйста, их на две группы. Обсуждая между собой общие неприятности, журналисты солидарно раздавали интервью. Причем не только на тему аккредитации, но и отдельной графой по вопросу дресс-кода. Депутаты взяли фактически на себя функции судебных органов. Кто их наделял такими полномочиями, опять же, неизвестно. Насчет дресс-кода. Здесь надо исходить из понятий работы, журналистской работы. Да? Журналист он сегодня может быть, сейчас он может быть в парламенте, через 10 минут он может быть на улице, на какой-нибудь акции. Естественно, он будет одевать ту одежду, которая ему удобна, а не подстраиваться под интересы офисного планктона. Если бы это депутаты, сами депутаты, они никуда не выходят, им это не надо. Пусть они сидят в галстуке, пусть они сидят в костюмах, да? Но если они хотят попробовать работу журналиста, пусть они попробуют, пусть они переоденутся с журналистами и пойдут поработать с нами. Несмотря на несколько инцидентов, когда на КПП некоторым журналистам, пришедшим в привычном им виде, как раньше, попросту выписали отворот-поворот, долго муссировать эту тему СМИ не стали. Больше смутились столь узкому мышлению новых нардепов, напомнив, что их работа не такая комфортная, как у парламентариев. Между собой шутят, журналиста ноги кормят. Однако обидеться, говорят, не мешало бы. Ведь медиа – удел людей как-никак образованных и интеллигентных. И понятие, в чем корреспонденту приходить в Белый дом, уж точно имеется. Елена Яковлева, Майрим Ташибекова, Манас Бакешев, НТС.